Кумертау находится в Башкортостане в 250 километрах к югу от Уфы и в 102 километрах к югу от Стерлитамака. Именно в этот город с рабочей поездкой и отправился глава региона Ради Хабиров. Возник Кумертау в 1947 году как поселок на строительной площадке, где добывали уголь на Верхнебабаевском месторождении. До 1949 года поселок официально называли «Населенный пункт при строительной площадке Ваш углеразрезстрой». Неофициальное поселок Бабай прижилось от ручей Бабай, приток реки Большой Юшатырь. И только потом уже появился рабочий поселок в два слова – Кумертау – угольная гора. Затем Кумертау – цельное название города. К современному Кумертау относятся село Ира, деревни Старая Уралка, Алексеевка, Николаевка, хутора Пятки и Заря, рабочий поселок Маячный. Именно в Маячном в рамках рабочей поездки по Кумертау и побывал сначала глава Башкортостана Ради Хабиров. Ради Фаридович, приглашаю вас посмотреть, ознакомиться с новым объектом. Детский сад на 150 мест в селе Маячок города Кумертау. Сегодня у нас своего рода день открытых дверей. Мы пригласили заведующих детскими садами, родителей, потому что всем не терпится уже посмотреть. Все видят, что объект построен. Но детей уже приняли, да? Детей мы приняли, все, да. Сейчас дети все на местах, в группах. Ну, кто-то задействован в концертной части, кто-то у себя на местах занимается. Мы пройдем сейчас, все посмотрим. Здесь у нас в актовом зале сейчас как раз мероприятие проходит. Первое в этом новом детском саду. В старом детском саду они Новый год встречали дети, но в новом саду уже первое мероприятие. Здесь буквально на минуту. Сегодня с рабочим визитом в городском округе город Кумертау глава Республики Башкортостан Ради Фаридович Хабиров. Мы очень рады, что наши сестренки и братишки в новом году получили главный заветный подарок – новое здание любимого детского сада «Маячок». Это наш с тобою новый дом. Здесь мы счастливы и дружно заживем. Всем детишкам радость и веселье. Ждет сегодня праздник, ждет сегодня нас новоселье. Откроем праздник танцем веселых домовят. Да, вот здесь у нас сейчас занятие с логопедом проходит. Ну, ребята все по показаниям, скажем, занимаются. Сейчас им есть для этого обустроенное место. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Занимайтесь, да. Специалисты есть? Я говорю, штатный. Здравствуйте. Напротив здесь речевая группа, как раз где дети, у кого есть проблемы с речью, кому нужны занятия с логопедом. А спальня у них? Мы сейчас зайдем, они все группы одинаковые, да, да. То есть есть игровая, есть спальная комната, есть буфетная. А вот железные двери ставим. Это противопожарные, то есть это требования МЧС, да. Это здесь они раздеваются. Спальная комната у них, игровое помещение, вот они в концертной части сейчас задействованы, ребята. Часть группы детей здесь занимаются. У каждого свое место, свой шкафчик. Если она мечтать не могла. Так. Конечно, конечно. У нас такого не было. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Часть группы сейчас занимается с логопедом, а вторая часть группы здесь у себя, да, они по очереди меняются. Ну что, нравится в садике в этом? Новые игрушки, и все тут такое красивое. Ну, молодцы. Здесь медицинский блок. Тут, в общем-то, ведется вся документация наблюдения. Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы Медицинская раньше сестра работали в штатная. другом садике, да? Или... Да. Ну, здесь лучше? Ну, лучше, конечно. Лучше, да? Намного. Ничего, не болеют детишки? Нет, слава богу. Слава Богу, да. У вас все есть необходимое для Да, работы? все, что нужно, у нас есть. Спасибо. Фарид Фаридович, ну вот сегодня как раз заходил в группу вот, детям, я говорю, ходить будете, болеть не будете? Нет, отвечают, мы хотим в детский сад. Что у вас вообще? Профилактика. Профилактика, Да. Как прививки делают? Ну, прививки у нас делают в поликлинике. Ну, вот как высокий охват прививок, нет? Да, делают Высокий прививки. охват, да? Мгм. Родители заботятся о детях. Конечно. Мы работаем индивидуально с родителями, разъясняем, для чего это надо. Спасибо. Здесь два повара. Здравствуйте. Я так понимаю, вы командир? Да. Вы, у вас предприятие? У нас предприятие полного цикла. Более того, мы с того года стали резидентами ПСР. Мы сейчас вкладываем порядка 7 миллионов. Ну, вам помогло вот то, что, вы знаете, раньше вы заключали договор на год. Да. Сейчас мы, по-моему, 3 или 5 даже сделали. Ну, Да, проще же так. ну, мы, конечно, это долгосрочно. Долгосрочные, тем более Конечно, мы сейчас уже понимаем, что мы оборудование свое оправдаем, во всяком случае. Конечно, конечно. И работник уже понимает, что Продукты, чьи вы используете? мясо это местные сельхозугодия сдают через поставщика нам передали, через бойлер. А вот это блокированное мясо не приходит? Нет, не приходит. Ну, вообще в городе как бы оно продается, доступно, но сюда нет. Там, вот когда мы примем решение по бесплатному горячему питанию детишек, вот вам объем работы это пройдет. Ну, слава богу, мы к этому готовы, мы этого ждем, да, конечно. Мы это поэтапно будем делать, ну посмотрим, то может быть и сразу. Но мы это будем делать там, где качественно уже готовят. Да. То есть хороший пищеблок, хороший штат поваров, ну и, соответственно, добросовестные отношения. Потому что лупить деньги туда, где все это разворует, извините, или некачественно приготовят, который уйдет там в баке, вот, там не будем это делать. У нас еще определенные обязательства по ТАСЭРу есть, поэтому нам их надо обязательно исполнить до конца 2020 года. Поэтому у нас назад пути нет, только вперед, и я думаю, мы справимся. Ну, вы видите, мы вам тоже, мы с добросовестными аутсорсерами мы работать будем. Фарид Фаридович, вы несколько раз говорили о том, что недобросовестные поставщики, либо мясо не того С качества. ними по закону военного времени будем. Не должны, нельзя детей, это преступно, это безбожно, это во всех смыслах отвратительно. Поэтому добросовестные будут работать, недобросовестных всех вытесним. Вот так. А теперь на стадион «Шахтер». Его пока строят, и там предусмотрены футбольное поле с современным покрытием, беговые дорожки и площадки для различных видов спорта. Рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Кумертау продолжается. Вот они, возле такой. А там вот помещение будет, да, под навесом? По трибуну помещение, да. Там, а помещение там спортивное или административное будет? Там все вот административное. Ну, то есть там и спортзал какой-то Спортзал такой, есть, да? там, есть там и зал для тенниса, есть для бильярда, есть, скажем так, свободной планировки, там получается помещение 7 на 96 метров. Как монет. 7 на 96. большой. Да, Это да. планировалось как манеж Да, легкоатлетический, чтобы можно было легкоатлетом зимой заниматься. Да. И для того, чтобы возможно было в момент проведения республиканских и всероссийских соревнований по мотогонкам на льду располагать там мотоциклы. То есть мы хотим быть филиалом клуба Кадырова по мотогонкам. У вас И же чтоб разница здесь. Да, Вот оно у вас и Октябрьский, вы и Уфа, все. Да, да. А в Салавате еще. Салават Да, есть. да. И именно таким образом запланировали, чтобы можно было использовать для стоянки автомобиля во время проведения соревнований. А вот, вот эти, это мини-футбольное или теннисное? Это мини-футбольная. Ну, теннис. А вот это хоккейное, нет? Это вот хоккейная коробка. Одну хоккейную поставить надо, да? Вот, это хоккейная коробка на лето баскетбольной площадки. Плюс футбольное поле с беговыми дорожками. А беговая мягкое, Да, с мягким покрытием. мягкое покрытие, Да. вот это, да? Вот, Да. вот, да? А сама этот Искусственное, футболь это искусственное? Да, травяное поле. А не травяное, да? А, Это Искусственная трава. Ради а Фаридовича, не замахнулись на обогреваемое, нет? Дороговато? мы здесь реализуем по линии Министерства спорта Российской Федерации федеральный проект «Спорт. Нормы жизни». Ага. И по этому проекту выделено футбольное поле с беговыми А, дорожками. ну все, тогда По ладно, не этому будем проекту. заморачиваться, ладно.
Работа вот регулярно вот так ведется, да? Все Да. Ну, здесь мы даже, честно Или это говоря... вы для меня вот это подогнали? Нет, здесь постоянные работы. Вот фундамент уже выложили. Это вот Трибуна восточная, вот здесь, а трибуна там. Да, это Да. восточная, это западная трибуна. А вот это что за здание? Это спортивный комплекс «Прометей» с гостиничным пристроем. Олег, ну с тебя задача вокруг благоустройства. Да, сделать. обязательно. Да. Мы даже напротив, у нас садик есть, фасад полностью меняем, чтобы вот здесь вот полная картина завершенная была в целом. Ну ладно, то есть у нас вы также сделаете, да? Ну, детский сад, я думаю, понравился вам. Детский сад очень понравился. Я говорю, знаете, вот я будет не специалист, не хуже но нам. там прям видно с любовью сделано. Вот, прям вот, я видел разные, там где-то так неаккуратно что-то приклеено, там покрашено. Вот. Хорошие ребята. Да. А много строите? Да, ну вот вы недавно были в Тоймазаке, в Мазинской арене тоже я строил, да? Все, поехали. Спасибо. До свидания. Счастливо. До свидания. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» в Кумертау баскетбол, греко-римская борьба, пауэрлифтинг и плавание. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. Здесь бассейн. Здесь и детский клуб плавание занимается, и очень плотно семейный такой отдых. 6 дорожек, да, здесь? 6 дорожек. 4 дорожки. 4 дорожки. 4 стандартные. Ага. Мы здесь принимаем почти каждое воскресенье. А здесь вот лягушатник, да? Здесь малыши 2 года, 3. Школы ты будешь сюда, нет? Вот школа приходит, да? Здесь вот ближайшая гимназия 1. А, вот так вот, да? А у тебя здесь в городе сколько бассейнов? Один или? Два. Два Два бассейна, да? да. Один в Поке находится, другой в Центре детского творчества. Просто я к чему говорю, что всех бы детей научить плавать. Вот для этого нужно прям программу всех вот по очереди. Вот бассейн с какой работает? Ну, уроки бассейн с 8 до 10 вечера работают. А, вот вечером, наверное, взрослые приходят, После да? 6 в основном взрослые и детские сады, потому что они до 5 в саду и приводят, да, и что интересно, ребенка берет тренер с ним здесь, а родитель сам плавает. В прошлом году баскетбольная лига Башкортостана, первое место мы заняли. Мужчин. Ходите. Вот сейчас младшая группа, классы залова, малыши. Республиканские соревнования, которые принимают и по линии спорта, и по линии образования. Два тренера. Нет, вообще в целом вот, по баскетболу. Нет, я имею в виду вообще, вот, по другим видам спорта тренеров хватает? Тренеров хватает, там вот зала нет. Отлично, волейбол есть, но по школам вот так вот мы с ним в разных школах занимаемся. Но вот эта секция же бесплатная. Это все бесплатно. У нас в школе все секции бесплатно. У вас детская спортивная школа, да? Да. Детская спортивная. Там сколько будет? 14 видов спорта. 1500 детей. Здесь 2 ковра. Еще в первой школе у нас 2 ковра. И поселок Питки вот на въезде есть у нас. Там один. Ну, я думаю, здесь вот удобно заехать. Можно. Ну, что, как дела? Да ничего. Вот построил Борис Владимирович тогда. А то занимались в подвале там, не знаю как. Но сейчас нормально. Прям все условия есть. А детей больше стало заниматься? Конечно, больше стало. Да. Результат есть? Есть. Ну, сейчас вот на финал России сразу один попал в городе Уфе. Ваш пацан, да? Да, это. Я в республику хочу завести борьбу тотально. Это самый лучший вид спорта. Футбол не так научится и все прочее, а вот борьбу надо завести. И вот через... Ну, здесь, да, специфическая подготовка. Конечно. В любом случае, как бы, спорт, игры, футбол, они... Вот это надо не посерьезному, нет, там, это нужно как бы тренер, методика. Да. То есть это не просто там пришел, там, коломбала. То есть это материальную базу подготовить, тренерскую базу. Ну, в школах, где вошли, там наши тренера спортшколы работают. Да. Там какие-то... Там оплачиваем мы, а в качестве колхоза внеклассной работы они в этот момент проводят тоже занятия.
Ладно, спасибо. Спасибо. Всех хорошо. Ратифович, вы много ездите по республике, и благодаря этому жители республики узнают об объектах, узнают о спорте, узнают о культуре, промышленности. А сами вот у вас как-то по полочкам это все откладывается? Нет калейдоскопа такого? Есть калейдоскоп, и что-то я забываю, но стараюсь помнить. Но особенно я стараюсь помнить такие проблемные объекты или те объекты, по которым я давал поручения. У вас всегда интерес в глазах, я же за вами вижу, наблюдаю, смотрю, что вы погружаетесь полностью, вникаете, вот в проблемы вгрызаетесь, что называется. Вот некоторые говорят, что я езжу по районам, катаюсь. Я не катаюсь, я реально очень устаю после этих поездок. Конечно.